Все мы ожидали, что ближе к осени ситуация на Донбассе и приграничных с ним регионах России будет обостряться. Хотя, конечно, такое обострение, тем более в Курской области, стало для всех неприятным сюрпризом. Ситуация постепенно стабилизируется. Наши войска не только остановили захват территории на Курщине, но и уже постепенно начинают выбивать врага из российских населенных пунктов, нанося ВСУ критические потери, в том числе в технике. Я, конечно, не военный эксперт, но, основываясь на опыте, знании истории, можно даже не сомневаться. Оголтелая террористическая атака укронацистов на мирные земли Курщины обойдется им дорого. Скорее всего, выйдет боком в среднесрочной перспективе. А я даже осмелюсь сделать прогноз, что это будет началом конца киевского режима Зеленского. Как это ни парадоксально прозвучит на фоне залихватских заголовков и репортажей украинской пропаганды. Просто оцените разницу в наших подходах даже к этой спецоперации. Они беснуются и радуются гибели мирных жителей. В интернет просачиваются ролики, снятые самими же укрофашистами со свастикой на касках и издевательствами над гражданскими и пленными. И в то же время в информационной ленте появляются сведения о том, как мирные куряне спасли раненого бойца ВСУ и передали его российским военным. Гуманитарный аспект в этой истории в Курской области очень показателен. Регионы откликнулись на общую беду очень оперативно и эффективно. Мы знаем, что помощь из Татарстана дошла по назначению. Гуманитарный конвой сопровождала съемочная группа 7 дней. По решению Раиса республики создан специальный счет для сбора средств пострадавшим в Курской области и начался сбор гуманитарной помощи. Рустам Минниханов перечислил часть своей заработной платы в фонд помощи курянам. Члены правительства, многие компании и предприятия, медиахолдинг ТНВ также последовали его примеру. В среду в Курск из Татарстана ушла первая колонна с гуманитарным грузом, который в четверг уже был принят для раздачи нуждающимся. В Татарстане собрали 60 тонн помощи. В пятницу в Курскую область выдвинулась уже вторая колонна гуманитарки. В состав конвоя вошли товары первой необходимости, продукты питания, бытовая техника, одежда, бытовая химия, медикаменты, канцтовары. Специальный репортаж Ленара Валиулова и Булата Абдульманова из Курской области. Нижнюю часть, чтобы не развалился. Находясь здесь на складе одного из оптовых баз города Казани, который бесплатно предоставила площади под размещение гуманитарного груза, думаешь, что попал на студенческий сабантуй. Тут и там молодые люди в футболках молодежных организаций движения Татарстана заняты каким-то занимательным для них самих действием, исполнение которого требует сосредоточения и внимания. Каждый знает, что делать, у каждого свой фронт работает. В общей беде у каждого жителя республики сегодня появилась своя добровольная зона ответственности для решения общей проблемы. По инициативе Раиса Республики Татарстан был объявлен сбор гуманитарной помощи для пострадавшего мирного населения приграничных районов Курской области. Ребята включились в работу, волонтеры. Вот так за 6 дней на одном дыхании простые отзывчивые жители, волонтеры, учреждения, предприятия, молодежные организации республики собрали 4 фуры первой партии гуманитарного груза для отправки пострадавшим жителям приграничных районов Курской области. Потому что у нас общая беда. Враг потревожил наших сограждан. Им нужна срочная помощь. Это и продукты, которые имеют структуру такую, как крупы, мука. Это быстро завариваемые продукты типа супы и пюре для того, чтобы можно, повторюсь, максимально быстро организовать питание на месте, допустим, либо в пункте временного размещения, либо и там, где встречают людей, эвакуированных с места, где сегодня люди, к сожалению, не могут находиться в своих домах. И прекрасно, что наши татарстанцы, что все вместе отправляем эту гуманитарную помощь. Кроме этого, был запрос от коллег Курской области на все, что связано со стройматериалами, на светильники, на все, что связано с возможностью создания строительной инфраструктуры. Соответственно, этот вопрос тоже Республика Татарстан взяли на себя. Курск – город воинской славы. Здесь во время Великой Отечественной войны свирепствовали нацисты. Расстреляли порядка 3000 человек, порядка 10 тысяч угнали в плен.
И тут же летом 43-го, в невиданном до этого танковом сражении у деревни Прохоровка наши войска одержали победу, что стало началом конца Германии. Через 80 с небольшим лет история повторяется. Снова нацисты, но только украинского разлива, но с теми же методами воздействия на мирное население. Те люди, которые зашли на нашу землю, плохие люди, они непосредственно обстреливают. Невзирая ни на что, обстреливают кого хотят и зачем хотят. Начали дроны трассу долбить, каждую машину взрывать. Заправку тоже очередь создали, по заправке начали долбить. Бабушку забрали, уехали в Большесолдатское. Из Большесолдатского потом сразу на Курск. В Курске встретились и поселились. Вот нас сколько, 15 человек было. Как-то поселились, вот подруги тоже были. Первые пострадавшие появились 6 августа, в день вторжения ВСУ. Жители бежали из своих домов буквально в том, чем были. Все было неожиданно для них. С двух направлений артиллерия била. Через дом летали снаряды. РСЗО пакет выпустили, отсчитали. Детей под мышку и убежали. И это все бахало, по крыше сыпалось. Очень страшно. Снаряды летят. Невозможно доложить. Благо, власти региона смогли оперативно отреагировать на ситуацию, и уже в первые часы были организованы пункты временного размещения пострадавших по городу. Единственное, возникла необходимость в вещах, продовольствии, во всем том, что нам необходимо в обыденной жизни. На заседании правительства президент России Владимир Путин дал поручение главам регионов страны организовать поддержку области. Татарстан, как всегда, отреагировал одним из первых. Если надо помогать, то надо помогать. Своих не бросаем. Водителям и делегации от руководства из Татарстана на дорогу понадобилось 2/3 суток. Преодолено 1230 километров буквально на одном дыхании, с минимальным отрывом для отдыха. Пара заправок, 2 часа на сон, раз перекусили. Выехавшие вечером в дорогу водители понимали ответственность. Их ждали. Огромное спасибо Республике Татарстан за поддержку, за то, что вы помогаете нашим людям. Стараемся, все сплотились, единая страна, это очень чувствуется, очень приятно. Спасибо большое. Для нужд пострадавших частных хозяйств Татарстан также отправил и пиломатериалы. Ленар-предприниматель из Зеленодольска по просьбе республики постарался максимально быстро отработать задачу. Сутки на распил, час на загрузку, посидел с семьей перед дорогой и в путь. Колонну не подвел. Его лесовозка выдержала общий темп. Стараться для народу помочь. Как-никак. Тоже и старые дома, наверное. Вот им тоже пиломатериал свежий нужен. Вот привез. Ну, я думаю, с Татарстана сколько от вас километров? 1200. 1200. Ну, в принципе, практически один из первых приехали к нам. Сегодня в гуманитарной помощи нуждаются десятки тысяч пострадавших граждан приграничных районов Курской области. В организации «Красный Крест» ежедневно помощь получают до 3000 человек. На этой неделе и им из Татарстана в субботу пришла фура с грузами. Министр молодежи Татарстана Ринат Садыков от лица руководства республики обсудил с координаторами организации их проблемные вопросы, пообщался с пострадавшими. В числе координаторов трудятся, кстати, и наши казанцы, которые видят свою необходимость в борьбе с этой трагедией. Мы тут не более недели работаем, где-то 8-7 дней. И за это время постельное белье вообще не осталось. То есть сейчас основная потребность – это постельное белье и рецептуальные препараты. Но самое главное, конечно, продукты питания. Хотели бы, чтобы именно продукты питания были в таком формате. Представители Красного Креста подтвердили все то, что мы делаем, безусловно, правильно. Та перечневка гуманитарной помощи, которую мы закупаем для пострадавших жителей Курска, она здесь подтверждается ее потребность, потому что в ежедневном режиме здесь выдают и продуктовые наборы, и средства личной гигиены, и одежду, и школьные принадлежности, и много-много другое. Работая здесь, в эти дни мы не заметили паники, хотя обстановка довольно напрягающая. Постоянные сигналы тревоги, говорящие о вероятной ракетной атаке, тревожные текстовые уведомления от МЧС. У пунктов раздачи гуманитарного груза люди с глазами полные боли. Дети, наивно принимающие игрушки из рук волонтеров, как будто так должно быть. К этому сложно привыкнуть. Только историческая героическая данность нашего народа отличается от характера наших недругов.
Такие вот моменты нас объединяют и мобилизуют в единый кулак единомышленников, стремление к миру которых может реализоваться через ответный удар. Сильный и ощутимый народ стал уже заражаться идеей мира. Ладонь стала превращаться в кулак, как поется у Виктора Цоя. Дальше будет хуже для врага. Ленар Валиулов, Булат Абдульманов. 7 дней.